увеличился. 33 миллиона направили только на вот новое Министерство энергетики, транспорта и так далее. В фонде президента непонятно, что происходит. Фонд премьер-министра на сегодняшний день, вот когда вот исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Шухович Ганба приступил к работе, в фонде премьер-министра уже был минус больше 100 миллионов рублей. Где деньги? Где деньги, о которых подряд несколько лет рапортовали наши чиновники? О том, что план перевыполнен, о том, что у нас интенсивным образом увеличивается собственная часть бюджета. Где эти деньги? Куда они делись? Вот этот вопрос остается открытым. И поэтому все, что сегодня происходит, вся проблема в энергетической, не только в энергетической сфере, и в том, что у нас, очевидно, это объективно надо говорить, что у нас в отношениях между Абхазией и Россией появились определенные сложности. Это все результат пагубной диверсионной работы экс-президента, который 4,5 года, я даже не хочу озвучивать те документы, которые есть у нас в распоряжении. Даже стыдно это показывать людям. Какие письма, какие записки писал экс-президент в Российскую Федерацию, его подчиненные. Каким образом они представляли абхазский народ, большую часть абхазского народа. Они сформировали своими действиями, в том числе выступая на федеральных российских каналах, в Российской Федерации они сформировали у определенной части российского общества мнение о том, что в Абхазии есть антироссийские, оказывается, силы. Это преступники. Это называется государственная измена. За такие вещи эти люди должны быть привлечены к ответственности. Надо заканчивать исторический период, когда, что бы ни происходило, люди уходили в отставку, потом безнаказанно ходили здесь по Абхазии, еще политической деятельностью занимались. Необходимо привлечь этих людей к ответственности, и это будет сделано, альтернативы этому нет. Конечно, никто не говорит, что пол Абхазии надо посадить, чтобы другая часть, половина их охраняла. Речь идет конкретно о нескольких персонах. В первую очередь это экс-президент Аслан Мжани, который своими действиями пытался разрушить все, что мы строили 30 лет, который своими действиями сделал все, чтобы отношения между Абхазией и Россией были разрушены. Ну, что касается его личного благосостояния, ну, вы, наверное, уже ознакомились с некоторыми документами, которые, я подчеркиваю, некоторые, есть еще другие материалы, которые будут, я думаю, опубликованы потом позже.